Здравствуйте, я Салякина Юлиана, и тема моей работы — психологический дневник Карен Беагар Махтан Талагар Тапталахкун как средство достижения внутренней гармонии. Тема достижения внутренней гармонии является актуальной, так как это одна из главных составляющих человеческого счастья. Объект исследования — психологический портрет героев произведения русской литературы. Гипотеза ведения психологического дневника помогает понять себя, свои мысли, эмоции и обрести внутреннюю гармонию. В якутской мифологии в каждом человеке заключены три души. Это Боркут, душа-земля, Йекут, душа-мать и Салганкут, душа-воздух. Американский психоаналитик Стивен Карпман разработал модель взаимоотношений людей с травмированной душой — жертва, спасатель и преследователь. Выбранных нами героев мы распределили по соответствующим ролям. Это жертва — Анчик, Мылчар, Китарис, Сёдор, преследователь — Хартаев, Колбадья, Каблов, Колбагда, Чуят, спасатель — Илчана и герой вне треугольника для сравнения — Бёдер Майя. Умение брать ответственность в свои руки, умение планировать и равноценность внутреннего прокурора и адвоката напрямую влияют на качество жизни героев. Отличительными чертами людей вне треугольника является то, что ответственность за свои поступки не берут на себя, свои проблемы решают сами. Внутренний прокурор и адвокат у них равноценны, и они следуют собственным планам, что позволяет определить, что для них является счастьем. Для выявления самооценки своих одноклассников я провела психологический тест «Самооценка», автором которой является Елена Владимировна Воробьева. И результаты показали, что обучающихся с низкой и неустойчивой самооценкой больше, чем хорошей. И, исходя из этого, решили сделать данный дневник для работы над самоценностью. Данный дневник имеет три раздела: «Түзбәбин кытыбылсебин», «Истемен катан кырабин» и «Никелах панаңстабын». Заключение. Дневник Карен Беагар Махтан Тулагар Тапталахкун ведется мной в течение 3 месяцев. Я могу отметить положительные стороны на собственном опыте. Я стала более уверенной про принятие решений, научилась отмечать свои границы, научилась мечты превращать в цель. Ведение дневника помогает общаться с другими людьми, и дневник достижений помогает стимулировать себя на новые победы и успехи. Данный психологический дневник Карен Беагар Махтан Тулагар Тапталахкун будет более эффективным для достижения внутренней гармонии, если вести его осознанно и регулярно, перечитывая и перелистывая, что дает возможность оценить ту или иную ситуацию с разных сторон. Рефлексия помогает направлять свои мысли в правильное русло, понять, что наши страхи не так страшны, а в некоторых случаях только накручены нами. Спасибо за внимание.